Здравствуйте, я обучающийся 6 класса МБО инженерный лицей номер 83, город Уфа, Хакимов Ринат. Тема моей работы «О чем молчат шиханы». Три красавца холма конусовидной формы Тарантау, Юрактау и Куштау, возвышаясь над окружающей равниной, образуют узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 километров, вблизи города Стерлитамак. Цель моей работы – выяснить, чем интересны шиханы, печать каких геологических событий они несут и почему их нужно охранять. Методы – изучение, анализ и систематизация печатной информации и интернет-ресурсов. Полевые исследования, маршрутная съемка, эксперимент. Что понимается под словом шихан? В переводе с тюркского это одиночная станцовая возвышенность, хорошо выраженная в рельефе, с правильными склонами и вершиной, что хорошо видно на примере Таратау. В настоящее время шиханов 3, но до недавнего времени был и четвертый, Шахтау, который уже почти выработан в качестве сырья для содового производства. Самый высокий из оставшихся Таратау 475 метров над уровнем моря. Памятник природы республиканского значения. К тому же рядом с ним расположен еще один природный памятник. Красивое карстовое озеро под названием озеро Тугар-Салган и его окрестности, которое мы обследовали. Для этого нам понадобилось следующее оборудование: землемерный циркуль, лодка, компас, веревка с утяжелителем и разметкой для измерения глубины. Сведений о его параметрах мало, поэтому некоторые из них мы решили проверить или попробовать установить самостоятельно путем маршрутной съемки. В итоге получили обрез озера в масштабе 1 к 5000, что позволило выяснить форму озера, имеющего вид двух чаш разной величины, и протяженность береговой линии, составляющей чуть более 1,5 километров. Выборочно проведенные измерения глубин показали их колебания от полуметра у берега и до 28 метров в центре. По результатам геологических исследований шиханам более 200 миллионов лет. Наиболее ранние сведения о горах относятся к XVIII веку, когда здесь впервые побывали такие известные ученые, как Лепехин, Паллас, Мурчисон. Второй этап изучения начался в ходе геолого-разведочных работ на нефть в Ишимбайском районе в 1932 году. Тогда же академик Наливкин впервые высказал идею о рифовом происхождении шихан. Но также существовали и другие точки зрения, что шиханы – это антиклинальные складки или эрозивные останцы. Впоследствии оказалось, что все три версии верны. Массив действительно рифогенный, но смят в складку и эродирован. Вообще-то, рифы были неотъемлемой частью придуральского краевого прогиба. В дальнейшем большинство из них было разрушено и погребено. Но часть рифового массива благодаря Шиханскому горсту поднялась и вынесла на поверхность множество окаменелых останков древней фауны, свидетелей и летописцев той эпохи. Эти окаменелые артефакты являются главной палеонтологической ценностью Шихан, по которым можно воссоздать геологическую историю края в рамках того времени. Нам также удалось собрать некоторые образцы окаменелостей, правда, не лучшей сохранности. В городе Стерлитамаке усилиями геолога Ивана Скуйна создан уникальный музей камня. Он сугубо тематический и посвящен конкретному геологическому объекту – Шихану Шахтау. На 16 стендах музея которого расположено около 3000 уникальных экспонатов, представляющих все многообразие ископаемой жизни Шахтау. Мы не можем здесь показать все, но я выбрал самых основных представителей, в том числе наутилусы, брахиоподы, трилобиты, цефалоподы, кораллы и другие. К сожалению, нам не удалось там побывать, несмотря на наши телефонные звонки и письма, в связи с карантинными мероприятиями COVID-19, поэтому в презентации мы даем экспонаты с сайта. Таким образом, первой причиной появления шиханов является море, в котором на протяжении миллионов лет многие виды различных организмов рождались, жили и умирали, наслаиваясь своими панцирями и скелетами в километровые толщи известняка.
В том, что это именно известняк, мы убедились на эксперименте, нанеся на образец каплю соляной кислоты. В результате их взаимодействия на поверхности появились пузырьки углекислого газа. Затем, введением горящей лучины, которая погасла, мы показали выделение углекислого газа. Итак, мы доказали, что шиханы действительно сложены известняком, но даже на первый взгляд очевидно, что качество известняка на всех шиханах разное. Самый чистый и светлый известняк, по нашему мнению, находится на Таратау, поэтому можно понять первоначальные претензии БСК Сода именно на этот шихан. Но кто же они, эти строители древнего рифа? Это кораллы, губки, мшанки, трилобиты, брахиоподы, водоросли и многие другие представители органического мира, останки которых и стали породообразующим минералом. Стерлитамакские шиханы известны не только с геологической, но и ботанической точек зрения. На склонах гор обитают редкие растения, занесенные в красные книги Башкирии и России. Среди них такие эндемики, как тюльпан Биберштейна, острогалы Гельма и Карелина, чина Литвинова, ясенец белый и другие. К сожалению, их нет в нашем гербарии, так как эндемики трогать запрещено. Выводы. Стерлитамакские шиханы – это уникальные и хорошо сохранившиеся останцы палеорифов пермского периода, подобных которым нет нигде. Шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность, что дает основание считать их музеем под открытым небом, в котором хранятся окаменелые останки древней фауны и флоры. На склонах гор обитают редкие исчезающие виды растений и животных, занесенных в красные книги Башкирии и России, соответственно 17 и 8. Причем максимальная концентрация краснокнижников наблюдается именно на Куштау. Кроме научного интереса, горы имеют значительный туристический потенциал, усиленный статусом природного геопарка. В частности, вокруг Таратау уже создается своя инфраструктура. Появились первые туристические объекты с соответствующей инфраструктурой, включающие дорогу и парковку для автотранспорта. Туристический сервис представлен этноотелем, состоящим из 7 юрт, расположенных в виде цветка курая. Нам разрешили войти в одну из юрт, внутреннее убранство которой нас восхитило красотой и богатством национального колорита. Активно осваивается пространство вокруг озера Тугар-Салган. Туристы и отдыхающие могут воспользоваться прокатным пунктом лодок. К услугам посетителей также уютные беседки, домики, столики и мангалы. У подножья Таратау, давно освоенного парапланеристами для своих стартов, оборудована площадка для взлета и финиша. По данным Википедии, здесь зарегистрирован неофициальный рекорд России на дальность полета 143 километра, который совершил спортсмен-парапланерист Виктор Федоров в 1999 году. Таким образом, шиханы – это действительно эксклюзивное явление природы, которым человечество должно любоваться еще долгие годы. Спасибо за внимание.